Этот график показывает, что со времен существования человечества на этой планете именно сейчас уровень углекислого газа в атмосфере выше, чем когда-либо. Мы можем измерить концентрацию СО2 из прошлого, например, с помощью анализа маленьких закладок воды, которые были поглощены ледниками Антарктиды и скапливались слоями друг на друге. Глобальные температуры сложно контролировать, потому что они каждый раз меняются, но мы можем взять среднее значение. Также, имея спутники, мы можем измерить температуру поверхности Земли, как материков, так и океанов. Намного сложнее попытаться измерить глобальную температуру, которая была в прошлом. Люди начали записывать систематически только сотни лет назад, но существует несколько методов, чтобы разработать или восстановить глобальные температуры, которые были миллионы лет назад. Один такой метод измеряет соотношение изотопов кислорода, найденные в воде, из которых состоят ледяные ядра Антарктиды. Чем больше кислорода 18 было во льдах, тем выше была температура, при которой кислород был испарен с поверхности океанов, чтобы выпасть как снег и стать кусочками антарктических ледников. Используя спутники, мы можем измерить изменения в уровне воды всего на несколько сантиметров. Ранее, с учетом движений волн и приливов, это было сложнее измерить с такой точностью. Если вы знакомы с GPS, вы оцените, что сейчас мы можем записать данные с большой точностью, используя данные спутники. Шторм и другие экстремальные погодные условия. В первом десятилетии 21 века они стали более разрушающими. Ураганы в Карибском море, тайфуны в морях Китая и сильные муссоны в Индии. Также наблюдалось больше засух, периодов сильной жары, приводящих к увеличению случаев лесных пожаров в жарких странах, как Австралия и Греция. Таяние ледников. Ледники в горах по всему миру снова тают. Глетчеры Европы уменьшились на четверть своего объема в первом десятилетии 21 века. Почти все ледники Аляски настроены исчезнуть к концу 21 века. Глетчеры – важнейшие источники воды летом или в сухие сезоны жарких стран. Зимний снегопад пополняет запасы льда для следующего сезона, но на данный момент тает больше льда, а зимой они не успевают пополняться. Возможно, также драматично и исчезновение арктических ледников. Каждый год больше снега тает летом, чем падает зимой. Подводя итоги, новые технологии позволили нам отслеживать рост глобальной температуры, изменение уровня воды и углекислого газа с высокой точностью и надежностью, что прежде являлось недостижимым. Также мы можем вычислить глобальную температуру, которая была миллионы лет назад, используя такие методы, как анализ соотношений изотопов. Сейчас мы имеем четкие доказательства, которые наводят на мысль, что происходит глобальное потепление, и происходит это с угрожающей скоростью. Эта позиция была принята Организацией Объединенных Наций и всеми странами. Настало время, чтобы действовать.